Так, друзья, всем большой привет. Видимости 0, у нас опять ночная проверка. 10 сегодня у нас уже декабря. Время у нас уже, сейчас скажу, где-то, наверное, часа 4. 5 часов вечера, 10 декабря. И мы только-только начинаем проверку наших палок. Ну, часов 5 время займет по-любому. Очень много времени сегодня потратили на живцов. Как вы помните, последний раз у нас закончились живчики. Вот сегодня ездили за живцами. Привезли с большими проблемами. Вон, запас. Очень много живцов подохло. Сейчас вот сортировал. Вез 3 ведра. Застрял на машине. В общем, труба дело. 3 часа пока туда-сюда, туда-сюда вытаскивал машину. Времени прошло много. И в ведре живцы задохнулись. В 11 часов выехал за живцами. До 11 ездил по больницам, по аптекам. Мелкий заболел. В общем, день прошел. Но так как запланировал я проверку именно сегодня, а не завтра. Погода нормальная. Минус 8 градусов мороза. Ветер небольшой снежок. Так что запланировали, то и будем делать. Так. Сейчас закинем мальков в бутылки. Они уже все пустые. И начнем проверку. Но первым делом вот приготовил я 4 палки. Сейчас, конечно же, мы их в первую очередь проверим, потому что бутылки бутылками. Но к этим палкам также привязаны крючки. И вполне возможно, что что-нибудь может туда попасть. Вот здесь вот, допустим, что-то дергает пока. Язёчек. Первый язь уже есть. На большой здоровый крючок вот попал. И все. Остальных за 2 дня живцов почикали. Так, начало есть у нас. Один язёк. И приготовил еще 2 палки. Закину 2 новые бутылки, чтобы было попросторнее, так сказать, посвободнее им там плавать, чтобы не загружать. Так, у нас здесь походу что-то есть. Вижу натяжечку вроде бы. Да, есть натяжка, есть. Язёвая на последнем крючке. Нет, это не язёвая, это налимовая. Вот такой вот налим, красавчик. Не крупный, но нормальный. Вот он, грамм на 700, наверное, 800 есть такой. Ладно, пока его оставляем, потом будем отцеплять. Ёршик у нас подох, малек вроде бы тоже. Сейчас все это дело будем менять, кидать мальков в бутылки. Ну, проверим четвертую палку. Опа, это что такое? Это что такое? Или вот эти култышки ледяные тяжелые, или что-то есть? Нет, култышки. Так как сегодня приехали поздно, скорее всего домой сегодня не поедем. Попробую пробиться до избы. С собой взял все необходимое: аккумулятор титанат, телевизор, все такое. В общем, день, вернее, 1 ночь, а может быть и 2, заночую в избе. Взял продукты, взял все самое необходимое, освещение, все такое. Так что, если все сегодня нормально получится, переночуем в избушечке. Вот, как-то вот так. Ну а пока сейчас все наживляем, раскидываем запас живцов по бутылкам и начинаем проверку. Ночную проверку. Начало уже есть, 1 язык есть.
Так. Налим еще есть. Точно, я уже забыл совсем про него. Один налим, один язь. Нормальное начало. Как я закидываю живцов, думаю, интересного мало. Вот такую вот воронку вырезаю. И так беру и примерно пару сотен. Так, лишний лед убираем. Так вот, раз. Ну, 2 раза примерно. Ну, это в одну бутылку, это вторую. И примерно так же. Оставим только на проверочку. И все. Как-то вот так. Так, приготовил еще 2 палочки. С мальками разобрались, закинули в бутылки. Будем надеяться, что выживут. Так, а у нас натяжечка. Что-то идет. Это что-то, наверное, язь. Это так точно. Есть язычек. Текс. Ну, на второй палке. Я так думаю, язык тоже должен быть. По крайней мере, был. Наверное, это точно. Может быть, только ушел за 2 дня. Ну да. Вон крючок пустой. И второй крючок пустой. И там мелкий шпингалет живец. Ничего, пусть пока поплавает. Приманивает трофейного. Так, еще пару палок приготовили. Смотрим. Пару палок. Пам-пам-пам. Так, здесь у нас никого. Совершенно никого. Так, а здесь тоже никого. Нет, что-то есть. Что-то дернуло. На последнем крючке. Яй! А мы говорим никого. Вот Янца, когда заглотил-то по самые гланды. Так. Где там ты? Куда ты там? Обычно ясь так не глотает. Видать, голодный был. Аппетит хороший. Так. Ну вот, 3 язя налим. Все получается пока. Еще парочка готова. Никс. Да ладно, что-то есть, что ли? Опачки. Подъязок. Что-то помельчали яськи у нас. То килограммовики были, а сейчас мелочь пошла. Пойдет. Так. Здесь что?
здесь ничего. Здесь пусто. Ну, посмотрим, что нам эта пара палок даст. Погода, в принципе, благоприятна для проверок. Небольшой ветерок. Ну, нормально, тепло. Так, и здесь у нас что-то пока дергается. На третьем крючке, на последнем. Язычек. Вот такой вот средних размеров резина. И один крючок пустой. Скорее всего, тоже был язь, да, сошел. А налима нет. Нет, есть один налимчик уже. Ну, большого налима нет, крупного. Не теряем надежды. Все равно, я так думаю, трофейного большого килограмм на 5-6 налима мы в этом сезоне все равно возьмем, поймаем. Вот, видите, да? Все запутано. Все запутано. Кто-то тут похулиганил жестко. И это не этот дрищ-пакет. Тут что-то было серьезное, большое. Закрутило и ушло. Ладно. Возможно, это язь. Вот крючок вот пустой. А может быть и налим. Он все поднял вокруг палки, закрутил и ушел. Хотя не, налим бы мелкого взял. Это, скорее всего, язь похулиганил. Смотрим. Проверяем. Надежды не теряем. Ищем крупного налима. И рано или поздно мы его найдем. По-любому. Здесь его нет точно. Нету. Может быть, он там? Может быть, может. Может быть, поможет. Одних пятнистых щук поймали 40 штук. Щучка-то, да, порадовала нас вчера. Позавчера, вернее. Так, что-то здесь есть. Что-то там дергает. Кто-то там дергает. Этот кто-то, скорее всего, наверное, язь. На третьем крючке, как всегда. Ух ты, какие репеницы. Опа, опа, опа. Полезаю в кузовок. Ну, в принципе, все неплохо. Практически на каждой двойке по рыбине. И наша корыта потихонечку наполняется. Янскадан. Проверяем дальше. Кто-то, может быть, подумает, что у меня пару винтиков не хватает, то что я ночью проверяю. Да в такую погоду я готов всю ночь проверять. Какая разница, днем или ночью? Вообще никакой разницы. Если день короткий, что теперь? Не рыбачить, что ли, вообще? Так, здесь что-то у нас дергает. Что-то добренькое, хорошенькое. Язычек. Опа. Опять ушел. Хорошо, что был наготове. Так и норовят сквозь пальцы выскользнуть. Хитрой какой. Какой хитер, блин. Язёк-то. Так. Забрызгала хоть камеру. А счастье было так близко, да? Я вас уже знаю. Так. Я вас, хитрецов, знаю, как вы любите убегать. Весной сколько их уходило тоже. Хитрые они, сильные. Губа слабая, сами здоровые, сильные. Частенько сходят. Так что надо быть наготове. Наготове. Так, здесь у нас что-то небольшое, скорее всего, живец.
налимец. Ну да, шпингалетина. Блин, крупный проплывал бы, он давно уже хапнул бы его. Ну, будем надеяться, что рано или поздно проплывет. Пока все. Парам-па-парам-пам-пам-парам-па-пам. Так, ну что? Налим. Налим. Блин, какой нахуй налим? Палка вся зашугована. Так, что есть? О, да, что-то есть. Что-то есть. Вот он, налим. Пожалуйста. Пожалуйста, налим. Звали налима. Пришел налим. Там второй мелкий даже есть. Живцовый. А это вполне съедобный. Вполне съедобный налимак. Налимяк. Полкилошка как минимум. Так, уже хорошо. Ну-ка, на второй палке у нас. Давайте позовем дружно. Налим. Налим. Закручено. Так, налим не налим, но что-то здесь тоже есть. Скорее всего, маленький налимчик, да. О, кулама. Кулама. Собачке тоже налим нужен. Вот так вот заглотил. И кулама. Налим появился, но мелких размеров. А пофиг. Хоть такой тоже. Самый съедобный, самый вкусный, нежный, молочный. Если бы еще не подох, вообще бы красота была за 2 дня. Ну ничего, собачкам тоже надо что-нибудь гостинцев принести. Что одна, что второй рыбу просто обожают. Так, ну вот и последние 3 палки на глубоком участке. Здесь у нас бутылочка крайняя вся. Что живцы останутся, закинем сюда про запас. А тут мелкий участок, я там уже живцов оставил. Опа, есть налимчик. Еще что-то есть. И второй маленький. Но этот нормальный. Больше, чем полкило даже. Съедобный, самый вкусный размер. Так, ладно, потом это будем отцеплять все. Пойдем глянем. Что на 2 палках. Налим шевельнулся. Появился, но нет крупных. Хоть и глубина здесь большая, хоть и место новое, но крупного налима и здесь нет. Не знаю потом, где его искать. Что мы, 2 или 3 поймали, более-менее достойных. Остальное все мелочевка. Мелочевка. Так что на следующий год он тоже живец. На следующий год опять поставим палки на каком-нибудь другом месте. Будем искать. Может быть, где-нибудь да найдем крупного налима. Икс. Что-то здесь есть. Опа, язь. Опачки. Язь. Так, что? Все. Все. Он на какой здоровенный налимовый крючок. Вот такой вот красавец язь. Ну и то хорошо.
И то отлично, енц, когда налим есть, я есть. Потихонечку корыто наполняется. Наживляем. Идем проверять первый участок на мели. Там мелко, но рыба там ловится получше. Позавчера щука была, налимы все крупные попали там, так что то, что рыба ищет где глубже, это неверное утверждение. На мели тоже рыба есть, даже лучше. Так что вся надежда на мелкий участок. Так, притопали на первый участок. Конкретно употели. На улице вроде как начало теплеть. Пошел снежок. По ощущениям градусов 5, не больше минуса. Может быть даже и теплее. Так, ну что, посмотрим, что нам дал мелкий участок. Здесь он не дал ничего. На первом крючке даже живцы целые. Ну, а здесь мы уже сегодня поднимали эту палку и закинули живцов в 30-ку. Не знаю, выживут, не выживут. Дай бог, конечно, чтобы выжили. Жалко будет, если не выдерживает дальние перевозки. Тем более сегодня застрял. Ну, что-нибудь да выживет, наверное. Что-то живое. Это хорошо. Так. С 30-ки пока брать не будем. Возьмем с 5-шки. Немножко на проверочку. Так. Не, вообще-то минус есть. Замерзает быстро. Просто тепло одетый. Ветер не сильный и такое ощущение, что тепло. На самом деле ничего теплого нету. Вот, смотрите, сколько мы живцов сегодня привезли. Ах, мои живцы, мое богатство. Начинаем проверку первого участка, который у нас на мелководье. Как бы без рыбы он не был. Ну и сегодня тоже небольшая натяжка есть. Опа-на! Вот это сюрприз! Смотрите, кто нам попался. О! Окунь! Ха-ха. Раньше окуня попадали частенько, но в этом сезоне это первый полосатик. Вкусный малек, да? Вкусный, заглотил. Живой, но завтра он был бы уже не живой. Вот. Первый красноперый полосатик. Ну что, тоже неплохо. Окунь тоже вкусная рыба. В принципе, я ловил несколько щук, которые брали именно на окуней. Вот так вот окунь попадется, и они этого окуня хап заглатывают. Что-то есть. А щетина-то упирается, получается. И все. Налимчик маленький, живец. Ладно, поплавай. И щука. Достаешь щуку вот как-то вот килограмма, пару килограмм. А там вот окунь даже больше этого. Хвост торчит с рта, и все. Он с головой взял его. И все. Он даже крючок с окуня не вышел. А щетина уперлась и все. Так что
Окунь тоже хорошая наживка. Может быть, будет повторение нашего крокодила, дай бог. И еще парочку приготовили. Что-то палка упала у нас. То ли налим дернул, то ли сама по себе упала. Сама по себе. Налима здесь не было. На второй. А на второй налим. Вроде натяжка есть. Опа, я же говорю, налим. О, самый вкусный размер. Тихо, 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 будь. Тихо, 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 будь. Заглатывает по самые не балуй. Тоже неплохо. Растет корыто, растет улов. А плотву вот никто кушать не хочет. Живая хоть нет еще. Еле-еле. Ладно, поживи. Может быть, щучка тебя хапанет. Еще парочка готова. Здесь никого. Так, а здесь кто-то дергает. Здесь что-то есть. Язёк, 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 язёк. Язь, мать. Кто брызгается так, а? Пошел вон отсюда. Всю камеру, небось, забрызгал. Хулиган. Он какой кабанчик. Хулиганчик. Кабанчик, хулиганчик. Так, что, камеру надо вытирать, наверное, да? Все забрызгал. Так пойдет? Пойдет. Так, ну вот береговая палка, которая раньше ловила очень хорошо. Потом с каждым разом все хуже и хуже. Что-то все закручено. Опа. Что-то сегодня есть. Налимчик. Еще что-то есть. Еще маленький налимчик, живец. Тут пусть еще поболтается. Этого забираем. Этот уже съедобный. Съедобный парень. Так. Тихо, 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 тихо будь. Так. Операция прошла успешно. Полезай в кузовок. И предпоследняя палочка. Вернее, еще не предпоследняя. Опа, что-то дергает, дергает что-то. Что-то дергает. Язёк, язёк. Язёк, дружочек. Ну и хорошо, отлично. Замечательно. Вот так вот. Красота, Энцкадан. Смотрим нижний ряд. Также будем... Так, что-то походу есть. Ага. Кое-где шерсть. Чуть вот. Так, ну а здесь посмотрим. Здесь вроде бы натяжка есть, да. Налимчик хороший. Шондибан. Красота. Крупных нету, но вот такие вот полкилошники самое то.
И на этом спасибо. Самый вкусный размер. Нежные, молочные, мягкие. Вкусные. Поверьте, это намного вкуснее, чем крупный налим. Котлеты мы с налимов не делаем. Мне котлеты с налима не нравятся. Вот с язя котлеты, да, это деликатес. А вот такие вот пожарить в сметане или так, в муке, да хоть как. Они в любом виде хороши и вкусные. Дальше. Еще парочку почистили. Приготовили к вытаскиванию язя. Не, язя здесь нету. А на второй палке давай налим. Ладно, уговорил. Опа. Блин, эта палка постоянно с толку сбивает. Нет, на этот раз что-то есть. На этот раз язёчек есть. Нет, не язёк. Налим. Кулема не дождался. Бедолага. Змееныш. Только-только еще подох. Помер. Жабры еще не успели побелеть. Ну, ладно, все равно. Пойдет собаке. Собачий корм. Одна парочка готова. Смотрим внимательно. Ага, что-то есть. Язёчек, наверное. Нет, налимчик. Налимчик. Еще один налимчик. Ну вот, янцикадан. Налим шевельнулся. И все стандартные по полкилограмма примерно. Плюс-минус 50 грамм. Этот может чуть больше. Может грамм 600. 700. Тихо будь. Заглатывается жадно. А ведь не было налима. А тихо ты будь. Дергаешься там. Появился. Я не знаю, что послужило причиной. Какие причины, то что он появился. Ну вон. Сегодня налимчиков, наверное, даже больше, чем язей. Посчитаем потом на подведение итогов. Это хорошо. Так, здесь у нас мелкий живец только. Пока все. Так, ну и последняя тройка нижнего ряда. Давайте посмотрим, что у нас с полыней. А с полыней все, нету полыни уже. Все замело. Здесь маленькие полыни уже не видать. Но это не значит, что здесь крепкий лед. Здесь очень и очень опасный лед. Но мы про эту полынью знаем. Знаем также, что дальше там вся река открыта. И так что туда лезть пока не будем. Будем рыбачить там, где знаем, где безопасный лед. Вот здесь у нас пусто. Все сожрали. Скорее всего, это язи. Налим бы уже висел. Язи подергали мальков и посрывались за 2 дня. Так, что здесь? И здесь пусто. И тоже крючки пустые. Ну, и напоследок я скажу,
Я тебе я покажу. Ну, не знаю, покажу, не покажу, но что-то пока идет. Да, это есть. И он наш. Наш язёк. Дождался. Ну вот. Нижний ряд так себе. Остался у нас средний ряд. И одна одиночная палка, которая нам позавчера дала огромную щуку. Еще 2 палочки готовы. Здесь у нас пусто. А сейчас приближаемся к той палке, которая нам позавчера подарила здоровенную щуку. А посмотрим, что на этот раз она нам подарит. А на этот раз она фигу с маслом подарила. Но крючок пустой. 2 крючка пустых. Так что что-то было да ушло. Вот на этот крючок попала нам наша щука. Новый, блестящий. Как она еще не перекусила. Хотя зазубрины есть. По идее надо немного перевязаться. Все-таки покусала она немного. Ладно, потом как-нибудь. Еще готова пара палок. Когда-то это место было язевое. На каждой месте палки был язь. А сейчас почему-то его нет, есть. Пока есть. Не знаю, дойдет ли. Язёк. Совсем малышок. Подъязок, так сказать. Подъязичек. И ни одного целого живца. Все почикали. Все посрывали. Значит, язи еще здесь есть. В идеале, конечно, каждый день надо проверять, но... Опа, опа, вроде бы дергает что-то. Что-то дергает. Да неплохой что-то. Вот он какой буйный, буйный, буйный. Буйный. Ну что буйный? Какая разница, буйный ты или струйный? Полезай в кузовок. Как-то вот так. Еще плюс 2. Энцкадан. И осталось совсем немножко. Пара палок. Еще пара палок. Так. Здесь что у нас? А здесь у нас ничего. Пустые крючки. Живцов сожрали. Где налим-то? А налима нет. Опа, нет, что-то есть, что-то дернуло. Что-то дернуло. Это навряд ли налим. Налим, вон, живец. Это язёк, наверное. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 будь. Все. Поздняк метаться. Поздняк метаться, скажи. А налима нет, нет, нет. А язи идут. Ну вот, еще плюс 1. Последние 2 палки на сегодня. О, налим, наверное. Налим, наверное, потянул за палочку. А ведь точно кто-то дергает. Я не знаю, налим или нет, но язёк дергает. 1, нет, 2. 2 яська. Ну вот.
Порадовали красавцы. Напоследок. Язи, наверное, решили напоследок, думать, нет. Не поймали мы сегодня крупного налима. Но зато небольших до килограмма накидали нормально. Мне кажется, даже по весу, если больше, чем язей было. Ну, язей, походу, сейчас решили отыграться. Язи, походу, решили отыграться. Вон, на предпоследней палке 2 язя. Бедолага обкакался даже. Попку вытери. Так, 2. И последняя палочка. Выручалочка. Давай налима. Да покрупнее. Опа, это что такое? Что-то все запутано здесь. А что-то было. Что-то было. Было, но ушло. Вон. Все запутано до верхушки. Малыш этот не мог запутать. Что-то было хорошенькое, крупное, сильное. И ушло. Ну ладненько. Давайте подводить итоги. Что сегодня у нас получилось? Ой. Не знаю, как насчет язей, но скажу вам сразу, по налиму сегодня точно максимальный улов. Столько налима мы еще не ловили. Так, считаем сначала язя. Лишь бы камера не глючила. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да нет, нормально еще накидали. 12, 13, 14, 15, 16. Нормально. 17. Не так, как позавчера. 17. 17 язей. Один вот такой вот окунь. И считаем налимчиков сколько. 1, 2, 3. 4 собаки. 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. 11 налимчиков. Где-то по полкило. Вот тебе 5-килограммовый налим, считай, уже есть. Ну, нормальный. Нормальный, не пусто, и то хорошо. Средний улов, как обычно. Пару ведер рыбы есть. Как-то вот так, друзья. Всем... не прощаемся. Сегодня до встречи в избушке. Надеюсь, мы туда доберемся и переночуем сегодня в избушечке. Потому что домой ехать далеко. На улице не так холодно. Завтра по новой проверим и домой привезем уже общий улов. Вот тогда-то мы посмотрим, сколько мы поймаем. Вот наконец-то мы в избе. У нас все уже готово к ужину. На ужин у нас сегодня картошечка с мясом, яичница, рыба соленая, естественно, хлебушек. Видите, да? Скоро-скоро Новый год, новогоднее настроение. У нас уже мандаринчики на столе. Что еще у нас? Ну, черный чай, лесные ягоды. Все нормалек.
Освещение у нас идет от титаната. Титанат не только освещает нас. Аккумулятор титанат, кто еще не знает, 105 миллиампер час хватает на весновку. Вот кто уже давно на канале, вы сами знаете, на весновке мы живем и неделю, и две, мы полностью даже не сажали никогда. 30% максимум сажаем, 60-65% остается. А так вот даже у нас телевизор есть, получается. Кроме того, что заряжаем телефоны, экшн-камеры, фонарики, заряжаем все что угодно. Мы даже смотрим телевизор в избушке. Это первое. Без Второе. какой-либо Огромная усталость от войны на Украине. электростанции, без никакой электростанции, без запаха бензина, шума генератора и все такое. Вот. Кстати, сейчас это идет у компании Титанат акция именно на такой аккумулятор 20% скидки до Нового года. Так что если кого-то кто-то планировал купить именно такой аккумулятор, у меня многие спрашивали в комментариях, что, где, когда. Так что просто не буду давать никаких ссылок, ничего. Просто набирайте в интернете компания Титанат, акции, и все выйдет, все узнаете. 20% это большая скидка. Кроме того, плюс 5% по скидке Коми Рыбак. Это 25%, четверть можно купить дешевле. Так-то он аккумулятор дорогущий, но он того стоит, действительно. Можно, ходячая электростанция получается. Немножко, сколько он, килограмм 10 весит, конечно, вес есть. Но он компактный, я вот его ящик друг туда кидаю. Система освещения, всю аппаратуру в ураган, кофр. И можно ехать в любую избу, и можно в комфорте, и не то чтобы свечки, там, повербанки туда-сюда. Нормальная вещь. Вот, так что кого заинтересовало, пишите, узнавайте, сделайте себе на Новый год подарок. Так, а у нас что сегодня у нас? Новый год буквально через, можно так сказать, меньше 3 недель уже осталось. Глазом моргнуть не успеешь. Будет Новый год. Не знаю, как у нас дела будут с рыбалкой на налимов. Как обычно у нас в середине декабря налим уже ловиться перестает. Но у нас скоро середина декабря, а налим только шевельнулся. Вы заметили, да? Язи у нас попадались. Налим был 1-2. Сегодня у нас 10 или 11 налимов. Да, небольшие размеры. Средние, мелкие. Крупного налима нет. Опять же, мы пока его не нашли. Все в поисках. Но, как бы то ни было, он есть. И вот, кстати, вот такой вот размер до килограмма. Самый вкусный, самый нежный, самый молочный налим. Вот. Кто бы что ни говорил. Если честно, мне вот большой налим, он жесткий. 5-6 килограмм. Ну, там только вот голова, да, у крупного налима. Вот в ухе или сварить уху или пожарить, это вкусно. А так он, ну, жестковат. Такие намного вкуснее, помельче. Вот. Ну, половим еще, что, неделю, две. Посмотрим, как будет ловиться, как будет лед, как будут морозы. А там видно будет. До Нового года, я так думаю, если будет ловиться, рыбку мы половим, если никуда не поедем. Вот. Ну что, друзья, черный чай, лесные ягоды в лесу, в лесной избушечке, на рыбалке. Ну, грех не выпить. Будьте здоровы. Вкусный. Лесные ягоды, черемуха, да.
И еще, пользуясь случаем, хочу поблагодарить, опять же, Владимира Валентиновича за денежный перевод. Каждый месяц, в начале месяца я получаю приятный подарок. Так что огромное человеческое спасибо. Вот. Пока ловится, надо ловить. Потом такого уже не будет. Да, немножко тяжело, но это, как говорится, работа в удовольствие. Мне нравится. Кому как. Я, допустим, за те моменты, которые, вот, допустим, позавчера были, когда я тянул щуку, я готов неделю вот так вот ходить, рыбачить, ждать того случая. И почему-то у меня такая чуйка, предчувствие, что все-таки, возможно, даже завтра мы поймаем этого крупного налима все-таки. Приятно тащить. Я представляю, есть реки, там Енисей, Лена, налимы там, даже в низовьях нашей Печоры налим крупный есть. И народ привыкает, ну, как-то становится обыденно, как Костян вот тянет перемет, там 6, 7, 8 налимов, там 10 налимов крупных. И все в порядке вещей. У нас такого нет. И мы радуемся каждому крупному налиму. Да даже килограммовому, и то я рад. Вкус-то тот же. Может даже и вкуснее. Костян таких выкидывает. Я не. Я спортивной рыбалкой не занимаюсь. Поймал, съел. А то, что поймал, отпустил, это не мое. Есть у меня кому есть. То, что мелкое, то, что испорченное, ну и не то, что испуснувшее. Собаки с удовольствием едят. Кстати, с Язей вот мы голову, хвосты, все это собакам с кашей варим, тоже замораживаем. Потом в течение года вот это варим с кашей. Морозильника у меня хватает, у меня морозильный ларь, две морозильные камеры вертикальные, так что можно заморозить на весь год. Вот. Ну, как-то вот так. Долго говорить не будем. Сейчас поужинаю, посмотрю телевизор и буду ложиться спать, потому что печка сейчас протопилась. Я еще закину березу сырую, и она будет шаяться. Часиков 5-6 можно поспать в комфорте. Бывает немного жарко, но ничего страшного. Как-то вот так. Еще один день прошел, который все в жизни не идет. Всем, друзья, спасибо за внимание. Всем пока. И до новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.